Я студентка второго курса в университетском колледже Лондона. Моя специальность – это Social Sciences with Data Science. На русском это социальные науки со статистикой. И я выбрала UCL, потому что он считается одним из хороших университетов Англии. Если не ошибаюсь, то он на 8-м месте в ранкинге. И UCL находится в Лондоне. Это мегаполис, и я очень хотела пожить в большом городе. Когда я выбирала свои предметы на A-Levels, мне посоветовали сделать социологию. И вообще я думала, что я поступлю на бизнес-менеджмент, но так как я еще и учила социологию, мне это очень понравилось. И в будущем я хотела бы в университете тоже учить социологию, поэтому социальные науки в UCL мне очень приглянулись, потому что там можно выбирать самому модули, и я более специализируюсь на социологии и экономике. И еще там я учусь языку программирования R. Мне кажется, это будет очень полезно для моей будущей работы. Я подавалась через агентство. И там был список документов, допустим, нужны ваши результаты от школы, оценки, также нужно ваше доказательство, что у вас есть определенная сумма на счету, это примерно 1000 фунтов в месяц, чтобы доказать, что вы можете проживать в Англии. И да, перед тем, как поступить в университет, каждый студент должен получить программ образования в Великобритании, это, допустим, A-Levels или IB, или же вы можете поступить на Foundation. Но Foundation – это больше для иностранных студентов, а A-Levels и IB – это для местных студентов. Когда я поступала в свой колледж, меня еще колледж попросил сдать тест по математике и написать эссе, чтобы доказать, что я хорошо знаю английский. А еще вам понадобятся результаты IELTS. Это, конечно, варьируется от разных колледжей, но в основном это где-то 6,5 за общий результат и 6,5 за ваш райтинг. Советы для будущих студентов. В Англии тут в основном ценят ваши оценки, ваши знания, то, как вы любите ваш предмет, который вы выбираете. Так что, я думаю, тут очень важно просто хорошо учиться, но при этом еще нужно показать себя, что у вас есть какие-то навыки, способности за пределами вашего предмета. Допустим, в том же самом спорте или же музыкальные какие-то достижения. Они очень ценят разные достижения. Обучение в Англии стоит примерно с 18 тысяч до 25 тысяч фунтов в год. Все, конечно, зависит от специальности. Допустим, медицина, она очень дорогая в Англии. И также есть основные затраты на общежитие, на жилье и на транспорт. Тут нужно уже выбирать, если вам хочется больше тратиться на транспорт, и вы живете дальше от своего университета и тратитесь на транспорт. Или же вы выбираете ваше общежитие ближе к своему университету и ходите, допустим, пешком. Само общежитие, у вас есть два варианта, или же снимать квартиру с вашими друзьями или отдельно, если вы хотите. И второй вариант – это жить в общежитии от университетов или же в частном общежитии. Примерно сумма варьируется от 150 фунтов в неделю до 400 фунтов в неделю в Лондоне. Если вы будете жить где-то не в Лондоне, а, допустим, в самом же Бирмингеме, там уже суммы будут дешевле. Иностранные студенты платят в 3 раза дороже за обучение, чем местные жители. Раньше, так как Великобритания была в Евросоюзе, студенты из Евросоюза тоже так же платили, как и местные жители. Но теперь с этого года все, кроме местных жителей, платят в 3 раза дороже за учебу. Вообще есть льготы для иностранных студентов, и это зависит от каждого университета. В основном, конечно, тут льготы для местных студентов и для студентов Евросоюза, но если сильно постараться, то можно найти всякие разные программы для иностранных студентов и взять scholarship.
Быть студентом в Лондоне – это очень выгодно, потому что вам всегда предоставляется скидка, начиная там с 5% до 20%. Если вы показываете ваш Student ID и спрашиваете перед тем, как платить, есть ли у вас студенческая скидка, то в основном, мне кажется, вам дадут скидку студенческую. Также есть разные приложения для студенческих скидок, например, Unidays. Там можно взять скидку с разных магазинов, для магазинов одежды, макияжа, не знаю, для еды. Еще есть очень много скидок. Насчет проездного можно взять Oyster Card для студентов. Вам тоже там предоставляется какая-то скидка. Этот проездной для метро, для автобусов и для поездов между городами Великобритании. Вот. И там тоже есть скидки. У меня нет определенного расписания на каждый день. Все зависит, конечно, от расписания учебы. Допустим, если же у меня этот день свободный, то, наверное, я с утра пойду в библиотеку, сделаю все свои домашние работы, скажем так, и после обеда я пытаюсь, наверное, изучать больше Лондона, потому что Лондон, он большой, и тут много всего разного происходит каждый день. Самое главное отличие образования в Британии и образования в Казахстане – это то, что здесь больше специализированное. Допустим, начиная уже со старших классов, студенты выбирают свою будущую профессию, а в Казахстане мы учили примерно 11-12 предметов, которые мне в основном особо не понадобились, такие как химия, физика. Вот. А в Великобритании тут уже студенты выбирают 3 предмета, и с этими предметами они подаются в университетах. И также в университетах, мне кажется, тут более специализировано, потому что, например, у меня есть подруга, которая учится в Казахстане, она учится на стоматолога, но при этом она еще учит историю. А здесь мы сами выбираем наши модули. Студенты могут разнообразно проводить свой досуг. Допустим, студенты могут волонтерствовать, участвовать в разных сообществах университетских или же просто работать на part-time jobs. Допустим, я казначей казахского сообщества в UCL, и свое свободное время я провожу с своими друзьями там, и мы организовываем разные мероприятия со спикерами, такие как Досум Сатпаев, Сергей Гуриев. И также мы организовываем мероприятия, как караоке Nights, или же просто играем в настольные игры. Вот недавно у нас прошло мероприятие с нашим послом Ерланом Идрисовым. После его разговора посол нас угостил национальной едой. Там были баурсаки, куырдак. И все мы общались и знакомились друг с другом. В начале, когда я переехала в Англию, я, конечно же, скучала, я не могла привыкнуть к людям, потому что здесь люди очень разные, и наш менталитет немножко другой. И, допустим, тут кажутся все открытыми, но все равно, чтобы хорошо подружиться, нужно прям каждый день, наверное, с этими людьми проводить, чтобы вы считались его другом. А так тут очень легко можно завести много знакомых. Также я, наверное, привыкала к самостоятельной жизни, потому что мне нужно было решать всякие проблемы там, с полицией, регистрацию, к доктору ходить, тоже регистрироваться. Вот. И, наверное, мне было непривычно сперва все делать самой. О чем я скучаю в Казахстане? Наверное, это будет банально, но о еде, особенности о маминой еде. И второе – это пространство, потому что в Лондоне тут всегда вокруг тебя толпа людей, и иногда хочется немножко такой свободы, пространства, ощутить
свободы пространства так, чтобы тебя никто сзади не торопил. В Лондоне также узкие улицы и маленькие квартиры, и тут не хватает мест, поэтому я скучаю по казахскому пространству, казахской степи. Лондон, он очень большой, тут всегда есть чем заняться, каждый день что-то происходит новое, есть бесплатные музеи, галереи, они очень интересные. Мне кажется, даже если вы будете здесь учиться 3 года, за все это время изучить Лондон, весь Лондон невозможно, поэтому тут всегда есть чем заняться. Вот. Тут очень много красивых кафешек, ресторанов, где можно поучиться. Вот. Очень атмосферно. Мои 3 любимых места в Лондоне – это, наверное, очень сложный вопрос. На первом месте я бы сказала Colesgroves Yard. Он находится возле станции King's Cross, там, где я живу. Там всегда очень много студентов, много кафешек разных красивых. И немножко даже мне напоминает Нью-Йорк. А второе место – это City of London. Там такие высокие здания, находятся там всякие разные офисы, и атмосфера такая рабочая, можно вдохновиться, чтобы работать. И на третьем я бы сказала просто парки в Лондоне, они очень красивые. Я желаю всем смотрящим это видео, учитесь, хорошо учитесь, не падайте духом, и мне кажется, у вас все получится. Если вы хотите в Англию, то, наверное, самое главное здесь это оценки ваши, поэтому учитесь на отлично в школе.